こんにちは。今日は日本の著名な政治家、鈴木宗男先生は佐賀を訪問されました。Сегодня продолжается визит известного японского политика господина Муэо Сузуки. もうすでにご承知と思いますが、鈴木先生は日本の政治家の中で日露関係を一番理解している政治家です。Но я могу охарактеризовать господина Сузуки как японского политика, который лучше всех разбирается в специфике японо-российских отношений. 日露関係を理解するばかりではなく、現実に今の安倍政権と総理とともに日露関係の方向性に大きな力を持っている政治家です。И не только разбираясь, но и принимая активное участие в их развитии. В частности, вот он является советником премьер-министра Японии господина Абе по вопросу развития японо-российских отношений. 先生は極東のこのサハ共和国に非常に興味を抱いておられて、ぜひ前から訪問したいと言っておられました。Господин Сузуки уже давно интересовался вашим регионом, как частью Дальнего Востока России, и давно планировал посетить вашу республику. それが今回実現したことは、サハ共和国と日本の関係がよりこれから大きく進む機会だと思います。Я думаю, что тот факт, что его поездка осуществилась, это станет новым стимулом в укреплении связи в развитии близких отношений между Японией и вашим регионом. 先ほど先生がお話したように、日露関係に関しましては、鈴木先生は日本のエキスパートと言われる政治家ですから、これから佐賀だけの質問ではなく、日露関係も含めて、ざっくばらんに質問をされたらいかがと思います。以上です。Как уже было сказано, господин Сузуки является экспертом японо-российских отношений, поэтому вот в ходе пресс-конференции мы ожидаем вопросов не только по местной тематике, но и по всему комплексу японо-российских отношений. Он готов ответить на эти вопросы. Мне все. 今日皆様方にお会いできて嬉しく思います。Уважаемые господа, я очень рад встретиться сегодня с вами. 私は日本の政治家の鈴木宗男と申します。Я японский политик, меня зовут Муэо Сузуки. ゴルバチョフ大統領が初めて日本に来た1991年、当時私は外務政務次官でした。В 1991 году, когда состоялся первый визит руководителя Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева в Японию, я занимал пост парламентского заместителя министра иностранных дел. エリツィン大統領と橋本日本国総理大臣がプラスの安くで1997年11月会談しましたけれども、その当時は橋本内閣の閣僚でした。И в ноябре 1997 года, когда состоялась встреча президента Ельцина и премьер-министра Хасимото в Красноярске, в то время я занимал пост министра в кабинете Хасимото. 98年の11月、小渕恵三総理とエリツィン大統領がモスクワで会談し、これは27年ぶりの日本国総理の公式訪問でしたが、その時は私は総理の官房副長官でした。В ноябре 1998 года состоялся визит тогдашнего премьер-министра Японии Обути в Москву. Это был первый визит, официальный визит японского премьер-министра, который за 27 лет. И в это время я занимал пост начальника канцелярии премьер-министра кабинета Обути. 2000年3月26日、プーチン大統領が大統領選挙に初めて当選されました。И 26 марта 2000 года
Владимир Путин был избран на первый срок президента. その8日後に私はクレムリンで日本国総理の特使としてですね、当選したばかりのプーチン大統領とお会いしました。И через 8 дней после его избрания как раз я встречался с ним в Кремле как специальный посланник японского правительства. 27年にわたって私は誰よりもですね、ロシアと向き合ってきた政治家だと自負しています。Но я считаю, что вот за 27 лет моей деятельности я, наверное, вот единственный, нет другого такого политика, который так много сделал и так много знал о японо-российских отношениях. 今、日本とロシアの関係は極めて良好です。В данный момент японо-российские отношения испытывают настоящий подъем. それはプーチン大統領という強い指導者と、日本でも安倍総理という安定した強いリーダーの下でですね、もうすでに首脳会談は23回行われております。И это благодаря тому, что между сильным лидером России, которым, безусловно, является Владимир Владимирович Путин, и между тоже сильным и стабильным лидером Японии существуют доверительные отношения, которые позволили им уже 23 раза встречаться. ご案内の通り、日本とロシアには平和条約が締結されておりませんが、14日のシンガポールでの日露首脳会談で、平和条約締結に向けて加速をさせる、そして我々2人の手で仕上げるという合意がなされております。И хотя, как вы знаете, между нашими странами пока еще не заключен мирный договор, но вот уже 14 числа этого месяца в Сингапуре во время встречи глав двух государств было заявлено о том, что, о их уверенности в том, что этот договор наконец будет заключен. プーチン大統領と安倍総理の手によって必ずこの戦後の問題がですね、解決される、平和条約が締結されると私は確信しています。Я уверен, что вот именно эти два лидера заключают между собой. То есть благодаря им будет заключен вот этот мирный договор, который является самой крупной нерешенной проблемой, постоянной проблемой между нашими государствами. 12月の2日から6日にかけて、ニコライエフ大統領がですね、日本を訪問することになっております。Со 2 по 6 декабря планируется визит главы Республики Саха-Якутия Своим Николаеву в Японию. これも日露関係に大きな一歩を記すものだと私は考えております。Я считаю это событие новым шагом в дальнейшем развитии отношений между Японией и Россией. 私は今回初めて佐賀共和国を訪問しました。Это моя первая поездка в вашу республику. 初めてですが、多くの佐賀の政府関係者の皆様方、さらには市民の皆さん方と接触するときですね、本当に何十年も前からの知り合いのような親しみと人情というものを感じます。Хотя это моя первая поездка, но вот уже те встречи, которые у меня были и с представителями руководящих органов вашей республики, и с простыми людьми, вот эта атмосфера, она как бы позволяет сказать, что я чувствую себя, как будто нахожусь среди своих старых давних друзей. 佐賀共和国は天然資源に恵まれた将来性の豊かな場所であります。Республика Саха-Якутия – это регион, который обладает уникальными природными ресурсами, и благодаря этому она может с уверенностью глядеть в будущее. 日本は世界一の応用技術を持っておりますから、このエネルギーを持っている佐賀と日本がですね、しっかりジョイントしていけば、これまた佐賀の将来は非常に
明るいものもあるし、日本にとってもですね、プラスになると思っています。И сочетание японских прикладных передовых технологий и богатых природных ресурсов Якутии откроет новые возможности в дальнейшем развитии отношений и укрепления экономики не только Якутии, но и Японии. 私はヤクツクに来ましてですね、昨日がマイナス27度ぐらいだったんですが、今日はマイナス33度まであります。Ну и вот мои впечатления, вчера, когда я приехал, вчера было минус 27, сегодня уже минус 35. 私は日本でも北海道で出て寒いところの出身です。Вообще-то я сам родом из довольно холодного региона Японии, из острова Хоккайдо. しかし35度まで、マイナス35度までの経験しかありません。Но максимально я понимаю, что температура, которую я испытывал, это где-то минус 35, не больше. 今度ヤクツクに来るときは、マイナス50度ぐらいの時に来たいなと思っています。Но я знаю, что у вас было это холоднее, поэтому в следующий визит я планирую на тот период, когда у вас температура минус 50. そのぐらいヤクツクを気に入りました。Вот насколько мне понравился ваш город Якутск. この思いを私は日本の国民にもしっかり伝えてですね、日本の皆さん方も一人でも多くの人が佐賀共和国に関心を持つようにですね、させていきたいと思います。Вот эти свои впечатления, ощущения я передам Японию, японскому народу, и с тем, чтобы как можно больше людей из Японии заинтересовались вашим регионом, полюбили вашу республику и приезжали сюда. その意味でもニコライフ大統領の訪日を成功させるべくですね、私も協力をしていきたいなと思っています。И в этом плане я приложу все усилия для того, чтобы предстоящий визит Японии главы правительства, главы республики Якутия был максимально успешным. 改めて皆様方にですね、お越しいただいたことに感謝申し上げます。Еще раз большое спасибо за то, что вы пришли сегодня на пресс-конференцию. 何か質問あったらどうぞ。 Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Да. Есть вопрос? Микрофон, без микрофона. Ну, вы сказали, что вы почувствовали себя в Якутии как среди старых добрых друзей. Может, на это повлияло большое количество японских ресторанов у нас в столице республики, очень много сервисов по доставке суши и всего такого. Ну, это полушуточно.食文化の交流もこれ極めて私は大事なですね、点だと思います。Нет, я думаю, что культура питания это очень важная область в человеческих отношениях. 例えば昨日ですね、大学にこの北東連邦大学に行きましてですね、日本語を学ぶ学生さんとも接触しました。こういうソフトな面での人の交流等もですね、もっともっと深めることも大事だと思いました。Я имел в виду несколько другое, в частности, мой вчерашний визит в СВГУ, встречался со студентами за круглым столом, я себя почувствовал как бы вот, с ними себя одной семьей, в этом плане. 一方でソフトな面で進めながらもハードな面ですね、そのエネルギーだとか経済だとかそういった面でもしっかりですね、ジョイントをしていかなければいけないと思います。Но я думаю, конечно, нам надо сближаться не только в плане софта, отношений, но и в плане хард отношений. То есть это энергетика, экономика. Это та необходимая основа жизни, без которой не могут существовать люди и государства. А что подразумевается под soft и hard отношениями? Ну, soft по-разному.
その文化の面での交流、人的交流、あるいは食文化のまたそういうこの生活の一部として入れる面がソフトの方ですね。Ну, под софт отношениями я имею в виду культурные связи, гуманитарные обмен. 生かしていく。このハイテク技術を生かしたですね、この食料、野菜、果物、栽培等をやる。先ほどお話あったように、例えば橋を作るならば、日本の持っているその技術を生かす。さらに、佐賀のエネルギーをまた日本に生かす。これがハートの部分です。Вот, Харт, в частности, вот пример строительства завода зеленых растений «Союзник», в котором уже используются японские технологии. Это, кстати, и вопрос, который был задан по строительству моста через Лену. Я сказал, что в плане предоставления необходимых технологий будет оказываться в это как раз и есть тот, скажем, хард-обмен, софт-обмен и хард-обмен. И что касается хард-обмена, я считаю, что он должен быть двусторонним. То есть нам есть что предложить вам, и вам есть что предложить нам. То есть это якутские энергоресурсы, это все те запасы, которыми богата ваша республика. Какие проекты в сфере развития Арктики, изучения Арктики планируется реализовать? Может быть, есть ли какие-то конкретные проекты, которые японская страна рассматривает на ближайшееこれからですね、地球の温暖化に伴って北極海航路というのが生かされると思います。Во-первых, здесь вопрос о восстановлении Северного морского пути, который становится актуальным в связи с проблемой глобального потепления. これは5月の25日、サンクトペテルブルクでのフォーラムでもですね、日本の安倍総理はですね、北極海航路の可能性を強調しました。В частности, об этом говорил премьер-министр Госвалина 25 мая на Петербургском форуме. プーチン大統領も関心を持たれていると聞いております。Я слышал, Владимир Путин проявил большой интерес к этому. 山の半島からのですね、例えばエネルギーの日本への供給だとか、カムチャッカに行く、またその物の輸送だとか、非常に夢のある私はプロジェクトだと思います。Скажем, такой проект транспортировка энергоресурсов с полуострова Ямал в Японию через Камчатку, и не только энергоресурсов, а вообще транспортировка любых грузов через Камчатку до Японии, это очень интересный проект. その航路が出来上がると、私はこの佐賀の果たす役割、中継地的なですね、非常に地政学的に恵まれている場所ですから、佐賀の果たす役割もあると思います。Я думаю, что участие Якутии в восстановлении Северного морского пути это тоже актуально, потому что чисто географически вы находитесь как бы на его перекрестке, и это активизирует связи и транспортные потоки, которые будут идти. Какие научные проекты рассматриваются между иностранными, в том числе службами Дальнего Востока и Северо-Восточной Какие научные проекты могут быть реализованы учеными России, Дальнего Востока и Японии в ближайшее время? В отношении Арктики? Не обязательно. Вообще? Да. Слушайте, не могу высказаться, друзья, кто, а я на собаке опытного Кило прожектор. Если альмас, то и прожектор. Не надо сюда, то прожектор. Прожектор, это система Вексиловского. 例えば、昨日例えた北東連邦大学もですね、日本の大学、北海道大学だとか、札幌大学、あるいは山口大学だとか、東京大学だとか、新潟、
県立大学と交流してますからね。さらに来月、ニコライフ大統領が訪問する際ですね、もっともっと進めていこうという話が出てくるものだと私は期待しております。Но вот, я ожидаю, что будут активизированы уже наработанные связи с СПГУ, с такими японскими университетами, как университет Хоккайдо, как университет Ниигата, Токио и другие учебные заведения Японии. И я надеюсь, что в ходе визита Илгархана в Японию там будут поставлены, так сказать, новые задачи и будут подписаны какие-то новые соглашения в этом направлении. 例えば愛知万博、愛知県で開かれた万博でもここのマンモスのですね、展示用に佐賀協力が協力してくれまして、大変な量が話題になりました。И я сейчас хотел бы отметить, что в 2005 году, когда была всемирная выставка в Айчи, очень большой резонанс имел показ головы мамонта, который республика предоставила для показа на этой всемирной выставке. 今、非常にこのハイテクの時代になりましてですね、レーザーでのさまざまな地層の観察だとかですね、DNA 鑑定だとかですね、進んでおりまして、もうこれ一つ見てもですね、私はこのさまざまな研究をしていこうという協力関係は佐賀と日本、それは北海道でできるんじゃないかと思いますね。Ну и вот в плане использования современных технологий, вы знаете сейчас, что при помощи лазерных современных технологий ведутся продвинутые исследования геологической структуры земного шара, недр, а также ДНК. И я думаю, что в этом направлении с учеными Хоккайдо могли бы быть запущены проекты в области такого рода исследований с использованием новых лазерных и других технологий. В следующем году ожидается выставка фауны, и якутские вузы и центры тоже планируют участие. Есть известная программа. А где выставка? В Японии. В Японии, да. Слушай, не могу но сегодня смотрим на это, сколько мимо Сахарна, Санкт-Петербург, не могу сказать, кто Санкт-Петербург, долгий что, Санкт-Петербург. 私はその細かいことは聞いてませんけど。 Ну, я, к сожалению, тут всех этих подробностей не знаю. Я просто знаю, что на острове Хоккайдо занимаются активными изучением останков мамонта, и у нас там даже есть несколько музеев мамонтов. 博物館を持っているところのその行政関係者、いや、北海道はもう手を挙げてですね、参加すると思います。 Я думаю, что, наверное, представители вот этих музеев и административные работники острова Хоккайдо, которые занимаются этим проблемой, конечно же, примут участие в этой выставке. ニュースでお分かりだと思いますけども、9月の6日、北海道で震度7、マグニチュード9以上のですね、大きな地震がありました。Может быть, вы слышали, 6 сентября было очень крупное землетрясение, сильновальное на Хоккайдо. そうで、一番犠牲者が出たのが、東町という町ですが、ここもマンモスの博物館があってですね、展示もしていてですね、多くの人が見に来ているんです、場所なんです。Ну вот, к сожалению, город Азамадио пострадал от этого землетрясения, но этот город известен не только тем, что он пострадал, а еще и тем, что там расположен один из крупнейших музеев мамонта на Хоккайдо. ですから来年のそのマンモスの発表会、その研究会なんかには、その震災で犠牲になったところを応援するための復興のですね、私はまた声を上げるとともに国内では
日本国内ではあると思っています。Я думаю, что как раз вот эти мероприятия, которые пройдут в будущем году по изучению фауны, мамонта, как сказать, да, оно также является важным шагом в восстановлении, так сказать, вот этих вот пострадавших городов, потому что привлечет много участников. И я со своей стороны в Японии буду активным, так сказать, пропагандистом, буду призывать к участию в этом мероприятии. У меня вопрос. Да. А какие вы видите условия для заключения мира между Россией и Японией? Вот было сказано, ну как со стороны Якутии, что то, что наш президент посетит Японию, а помимо этого, в частности, хотелось бы, чтобы прокомментировали высказывание господина Судзуки о том, что необходимо демилитаризировать Курильские острова, и это будет главным, ну, основным как бы, пунктом заключения соглашения между Россией и Японией.はい、11月14日のシンガポールでのこの日露首脳会談で、平和条約締結に向けて、1956年宣言を基礎にして加速させると、明確にですね、安倍総理は、これは両首脳の合意であるという発表をされました。Но я сейчас могу сказать, что 14 ноября вот на встрече в Сингапуре премьер-министр Японии Абе сказал, официально заявил о том, что лидеры двух стран договорились о ускорении решения нерешенной проблемы, то есть заключении мирного договора между нашими странами. プーチン大統領は2000年大統領に就任してから9月に東京に来た際、1956年宣言は日本の国会も批准している。当時のソ連の最高会議、今のロシアの国会に当たるものだ。ここも批准している。法的拘束力のある約束だと記者会見で発表されて、その考えはこの18年間、プーチン大統領は一切触れたことはありません。После избрания Владимира Путина на первый срок в 2000 году он в сентябре посетил Японию, и тогда он сделал официальное заявление о том, что совместная декларация 1956 года, заключенная между правительствами Японии и России, является официальным документом, который регулирует наши отношения, который был ратифицирован тогдашним парламентом Японии и Верховным Советом Советского Союза, то есть тогдашним фактическим парламентом Советского Союза. И с тех пор вот этот документ является основой наших отношений, который признан, значит, обеими странами, и Россия не собирается отступать от тех обязательств, которые вытекают в связи с его заключением. И вот за 18 лет, в течение которых Путин является президентом, его позиция абсолютно не изменилась. その56年宣言というのは、平和条約締結の後に、歯舞群島と色丹島をソ連の善意で日本に引き渡すという約束であります。Вот. И в этой декларации прямо сказано, что после заключения мирного договора между нашими странами Советский Союз, исходя из доброй воли, готов передать Японии архипелаг Хамамай, это группа островов, да, и остров Щепотный. 私は領土問題、国境確定というのは、
その国の最高指導者の判断しか解決の道はないと思っています。Я думаю, что такие важные проблемы, как вот территориальные проблемы, проблемы разграничений государственных границ между государствами, вот решение таких проблем исключительно зависит от воли высшего руководителя государства и от его настроя. その意味でも、プーチン大統領の類いまれなるこのリーダーとしてのですね、経験と、日本の安倍総理もおかげさんでですね、もうすでに3期目に入りました。トータルでも7年総理をやっている経験がありますから、私はこの2人ともしっかりした愛国心、そして国益を考えるですね、判断を持ったリーダーでしか解決できないと思っており、私は必ずプーチン大統領と安倍総理の手でこれは成し遂げられると、こう考えています。И еще это зависит от степени доверия народа к своим лидерам и от их реальной политической силы. Потому что касается Владимира Владимировича Путина, тут, так сказать, вопрос излишний. Другого такого сильного лидера Россия не имела. Что касается Японии, то господин Абе уже 3 срока является примерно, то есть 7 лет подряд, он является стабильным и тоже сильным лидером Японии. Я думаю, что как с нашей стороны, так и с российской стороны оба руководителя располагают всеми необходимыми качествами и настроем для решения этой проблемы. Я думаю, что именно они в конечном счете и решат эту проблему. По-моему, Григорий Фоменко, по-моему, тему ветродизельных установок не обсуждали мы и во время пресс-подхода. Недавно в Булунском районе были установлены мощные ветродизельные установки, насколько помню, насколько понимаю, японского производства. И как господин гость может охарактеризовать этот проект и в чем, на его взгляд, польза для обеих сторон? 海外で先生取材した時ですね、日記を作ったことがありますけど、それは日本技術を使ってですね、風力発電所、風車、3台式の日本企業で設置しましたけれども、この風車、風力発電所にですね、日本の技術提供として、どういう意味を持っているか。地球環境が21世紀はこれ環境の世紀だとよく言われる中で、エネルギーの環境にさまざまな面で影響を与えることは大きい。そういった意味で再生エネルギーをこれから増やしていくという意味で、風力発電だとか太陽光というのはですね、自然の恵みを受けて起こすエネルギーとしても、私はこれからだんだん比重が高まっていくと思っています。Ну, 21 век считается экологически, должен стать экологически чистым веком. В этом плане будет приоритетным использование технологий, которые не загрязняют окружающую среду. Это прежде всего вот эти вот использование силы ветра, использование геотермальных источников энергии, использование солнечной энергии. И вообще так называемых возобновляемых источников энергии. И в этом плане сооружение подобного рода установок, механизмов является крайне важным. 特にこの風力発電でも、以前はヨーロッパのこの大型のですね、風車なんかが使われましたが、日本は小型化してですね、いわゆる耐用年数も長い、そしてメンテナンス、いわゆる維持管理も大変ですね、しやすいという意味で、日本の技術はもっともっと私は生かされるものだとこう考えています。Ну и что касается японских ветряков, то я должен сказать, что по сравнению с европейскими вариантами, это, собственно, по сути дела, огромные ветряные мельницы. Японские более компактные.
японцы имеют более продолжительный срок использования. И вообще они с технологической точки зрения более простые в эксплуатации. Я думаю, именно поэтому они и были выбраны для использования у вас. Якутия инфо, Денис Адамов. Так, вы уже, когда вот отвечали на вопрос коллеги по поводу японской теплицы Саюи, да? У нас в данное время как раз сейчас обсуждается в республике вот ситуация с этой японской теплицей, потому что, как показали данные за прошлый год, она находится в убытках на сегодняшний день. А там по нашим, по российских рублях это 11 миллиардов убытков, но проект он долгосрочный. То есть он как бы в перспективе может окупиться, но в то же время нет предпосылок для того, чтобы он окупился, потому что у нас население маленькое и очень как бы. Вот, и отсюда вопрос такой: вы как вы смотрите на этот проект с точки зрения бизнес-плана? Да, то есть вы знакомились с бизнес-планом этого проекта именно по Союзу, с точки зрения окупаемости этого?まだ実際ですね、今のさゆりも完成しているわけじゃないですね、一部ですね。Дело в том, что он не может быть вытащен сейчас, потому что он просто еще не начался, там только опытное производство построено. ですから、これ全体出来上がってから、そこで初めてトータルでこの採算性が合うか合わないか分かってくる。私は今の初期の段階では、それは採算が合わないんだと思う。Поэтому говорить о рентабельности, о окупаемости проекта можно будет только после того, когда будет закончено сооружение всех его очередей, когда он полностью будет пущен в эксплуатацию. Вот тогда можно только делать какие-то расчеты и говорить о том, рентабелен он или нет. Вопрос тогда такой. В Японии есть такая практика, чтобы государство вкладывало деньги в проекты без четкого просчитанного бизнес-плана. То есть государство складывает одну, по принципу.